С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги. Сегодня у нас в гостях заслуженный учитель Республики Башкортостан, заслуженный учитель Российской Федерации, первый народный учитель Республики Башкортостан, первая и пока единственная из нашей республики народный учитель Российской Федерации Агадуллина Лиза Киямовна. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Агадуллиной Лизе Киямовне, учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан. Учитель Кремля, если не скажет, добиться все учительства нашей России. Когда наши учителя Башкортостана узнали, что я еду сюда, и очень просили передать Владимиру Владимировичу самые добрые пожелания и слова, что мы гордимся президентом своей страны. Этому событию для нас учительство это событие. Вы знаете, рады и благодарны учителя не только моего Башкортостана, но и учителя всей России. У всех у вас есть свои учителя. Поэтому мы так благодарны этому явлению, которые заметили труд учителя и пригласили в сам центр Кремля. Конечно, труд учителя, если замечен руководителями страны, значит, их наши руководители учили добрые, мудрые, умные, хорошие учителя. Я в школе работаю 59-го года, 57 лет. Последние 20 лет я работаю в 2 школах. Главной целью я не ставила подготовку призеров, победителей Олимпиад и КГ. Главной целью у меня было всегда готовить, воспитывать личность. И своих учеников я старалась воспитывать такими порядочными, умными, творчески работающими и добрыми. Вот к этому я стремилась. Вы знаете, живого учителя ни одна умная машина не заменит. У всех у вас есть добрые учителя. Надеюсь, что вы не забудете своих учителей. И последнее, что я хочу сказать. У нас в республике в 2 местах, в Мелеузском районе и городе Стерлитамак, есть памятники учителю, прекрасные памятники учителю. Как бы хотелось увидеть в столице тоже прекрасный памятник учителю именно начальных классов, мудрому учителю с его добрыми, красивыми детьми. Спасибо. Так, ребята, вы это видели, это была запись в январе, в конце января прошлого года, в 2017 году. Это было. Учителю присуще долгие годы работать, голос у нас пропадает, это уж понятно, вы там видели, это все слышали. Вот сегодня перед вами стоит учитель. Рядом учитель – это мой ученик. И рядом тоже, это тоже частично учитель Айнур Мансуровича и мой ученик. Вот хотя у вас, вы видите, учителя химии, но сегодня урок не будет по химии.
не о химических формулах будет. Сегодня урок будет, как я говорила и в Кремле, урок доброты, урок патриотизма, нравственности, наставничества. И мы с вами будем говорить об этом вместе. Мне повезло с учениками. Вы знаете, учителю это гордость, когда ученики учителя лучше стали, лучше работают, лучше ведут уроки. Вы знаете, вот в этом я могу немножко похвастаться, это учителю присуще. Рядом стоит ваш учитель и мой ученик, кандидат химических наук, призер республиканской олимпиады и ваш учитель, который у вас ведет уроки. Он не только ведет уроки, он очень активно работает. Он сегодня в Самаре, завтра в Казани, послезавтра в Новосибирске, где-то и в Америке. То есть он постоянно с детьми ездит. И вот столько я не могла ездить, как он. Молодец, он работает прекрасно, с вами работает. Конечно, работает бескорыстно. Вот что для нас и главное. Так. И рядом у меня... Я, конечно, называю Азгат, но для вас он Азгат Султанович, это Ягудин, тоже ученик Айнур Мансуровича, но частично и мой ученик. Это мой любимчик. Это правда. Учителей вот так бывают любимчики, так что, может, и не положено, но у нас бывает вот таким образом. Он тоже у вас ведет, занятия ведет, готовит вас, и добросовестно он всегда трудится. Мне помогают они. Вот знаете, это отличный вариант для учителя, когда ученики превосходят этого учителя. Это прекрасно. Вы можете гордиться своими учителями. Еще хочу сказать, что мы говорим сегодня о нравственности тоже. Нравственность, основа нравственности и патриотизма закладывается каждодневным трудом учителя и родителей. Вот мы с вами будем говорить об этом. Вы знаете, сегодня, может, не столько нужен урок химии, а вот этот урок, урок доброты, патриотизма, нравственности, мне кажется, нужнее и важнее. Я вот считаю вот таким образом. Потом вы сами скажете, какие вы патриоты, мы с вами выясним. Вы будете говорить, какой у вас патриотизм. Вот мы с вами сегодня будем говорить от души вот на эти темы. И продолжит меня следующий мой ученик, мой любимчик Азгат Султанович. Всем здравствуйте. Я хочу сказать несколько слов теории о нравственности и патриотизме. Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, регулирующие индивидуальное поведение человека. А если переходить к патриотизму, содержание слова «патриотизм» включает в себя чувство привязанности к тем местам, где родился человек и вырос, уважительное отношение к родному языку, заботу об интересах Родины, проявление гражданских чувств, гордость за свое Отечество, за символы государства, ответственность за будущее страны, уважительное отношение к истории Родины, гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою неразрывность с Отечеством. Родина, народ, родители, родственники. Не случайно однокоренные слова. Это своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины и родства. Патриотизм проявляется в конкретных поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего ресурса. Спасибо, Азгат. Он сказал, что патриотизм, он проявляется в действии. Так вот, я могу привести пример нашего внутреннего лицейского патриотизма.
Вот знаете, вот в зал, в котором мы сейчас сидим, актовый зал, он 3 года назад он был в очень плачевном состоянии. В 2012 году здание нашего лицея признали аварийным, и долгих 3 года мы ютились на 2-м этаже соседнего здания ПТУ. 10-11 классы помнят это. Они как раз были в это время в 7-8 классе. Так вот, ремонт был сделан в короткие сроки благодаря ученикам, их родителям, выпускникам, которые тоже были учениками, лицеистами, так же, как вы, воспитатели, учителя, всем миром мы ускорили процесс возвращения в наш лицей, в том числе собирали деньги. Вот это трудно себе представить, да, но всего лишь за месяц собрали в сумму в 3 миллиона рублей, и сейчас вот это здание, конкретно этот зал, он в таком состоянии, который есть, и мы смогли вернуться в свое здание. Я считаю, что это было как раз патриотизм в действии, наш общий лицейский патриотизм. У меня вопрос такой. Какой пример общегосударственного патриотического порыва вы можете назвать историей? Учителя? Учителя, которые выпускники нашего лицея. Это завуч Абраров Азат Марсович. Он выпускник лицея 2001 года, учитель математики. Информатик Булат Ахатович, выпускник 2006 года. Еркеев Азамат Нурович, учитель информатики. Марат Ражапович Мусин, учитель физики. То есть это так же, как вы, были лицеистами, закончили лицей и после окончания вуза выбрали профессию учителя. Давайте мы похлопаем. Спасибо. Так вот, патриотизм закладывается в семье, каждодневным трудом учителя, воспитателей в школе. А теперь давайте перейдем в общий государственный патриотизм. Какой пример из истории можете привести патриотического порыва общегосударственного? Алина. Как пример общегосударственного порыва можно вспомнить Великую Отечественную войну. Она показала, что сила народа, сплоченности, независимо от его национальности или веры. На призыв к войне откликнулись все нации и народности Советского Союза. И это превратило народ в крепкий боевой организм. Спасибо, Алина. А какой ценой досталась победа? Мы это знаем, помним? Кто может сказать? Алексей? Я хочу привести некоторые данные из истории Великой Отечественной войны. Всего за годы войны было мобилизовано около 35 миллионов человек. Безвозвратные потери составили 27 миллионов граждан. Кроме победы над немецко-фашистскими захватчиками непосредственно на территории Советского Союза, СССР освободил большую часть Европы от немецких оккупантов и потерял при этом около 1 миллиона бойцов. Спасибо, Алексей. Кто-нибудь еще добавит про Великую Отечественную войну? Абзал. Наши деды и прадеды сражались за Родину, за страну, совершали героические подвиги за каждый метр родной земли, жертвовали своими жизнями ради мирного будущего. А все-таки, почему наша страна смогла победить в Великой Отечественной войне? Я считаю, что много факторов сыграло свою роль в победе, но одной из самых главных является патриотизм. Спасибо. Помним ли мы героев Великой Отечественной войны, своих славных дедов, прадедов? Как проявляется эта память? Юнус Салават. Я считаю, что примером общегосударственного патриотического порыва является общественное движение «Бессмертный полк». Ведь 9 мая многие люди выходят на парад с фотографиями своих отцов, дедов, прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне, тем самым показывая свой патриотизм. Радует то, что в прошлом году в 80 странах мира 24 миллиона человек участвовало в этой акции. В Уфе эта цифра достигала до 60 тысяч человек. Я надеюсь, что в этом году это число будет больше. По крайней мере, на одного человека. Ведь лично я сам буду участвовать. Спасибо, Салават. Но, надеюсь, те, кто у нас не участвовали в этом году примем участие в такой глобальной масштабной акции. За счет чего все-таки победили и кем был воспитан народ-победитель? Я считаю, что поколение, победившее на войне,
было воспитано первыми советскими учителями, которые провели полную ликвидацию безграмотности и самоотверженно служили своему делу. Большую воспитательную роль сыграли клятва пионера и устав комсомола. Также на войне учителя были и на передовой, были политруками, показывали примеры героизма и подвигов. Таким образом, в нашей великой победе роль учителя тоже огромна. У каждого народа, у каждого поколения есть свои герои. А каких современных героев вы можете назвать? Есть ли у нас современные герои? Кто для нас является героем? Я хочу сказать про современного героя России Романа Филиппова. Он катапультировался со сбитого Су-25 и мог бы сдаться в плен, по примеру американцев, и остаться в живых. Но Роман Филиппов не нарушил присягу и подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой, оставив нам послание: это вам за пацанов. Спасибо. А еще, есть ли наши современные герои? Кто может? Идель. Современным героем является Мугамед Нурбагандов. Он полицейский из Республики Дагестан. Под угрозой смерти он остался верен присяге и своему долгу. Его призывали, чтобы он сказал своим коллегам, чтобы они оставили свою работу, но он напротив сказал, чтобы они продолжали работать, и тем самым его слова «работайте, братья» стали мотивацией для многих людей. Спасибо. Еще герои. Авзал. Александр Прохоренко, еще один герой сирийской войны. Он находился в тылу противника в течение недели. Когда его окружили противники, он вызвал авиаудар на себя. Спасибо, ребята, что назвали, знаете, наших современных героев России. А для чего нужно знать своих героев? Я думаю, что у каждой страны должны быть свои национальные герои. Если страна не знает своих героев, не верит в них, а еще хуже, если она презирает своих героев, значит, этой стране конец. Современные герои показывают нам, что мы обладаем исторической преемственностью. Если Россия будет иметь героев, сравнимых с героями прошлых веков, значит, Россия жива. Спасибо, Камиль. Одной из характеристик нравственности является доброта. Вы знаете, что этот год в России объявлен годом волонтерства. Что мы знаем про волонтерство? И знаете ли, что среди нас, лицеистов, также есть волонтеры? Это Лилияна Мурзагалина расскажет нам про свой опыт. Я волонтер благотворительного фонда «Ангел-подорожник». Мы помогаем незащищенным слоям населения, такие как детские дома, психоневрологические интернаты и дома престарелых. Наша цель – это дать человеку любовь, заботу и внимание, в котором он нуждается. Лично я хожу в детские дома, провожу там уроки добра, любви, гармонии. Мы там беседуем на темы личные качества человека и так далее. Потом у нас идет творчество. Мы там занимаемся рисованием, пением, танцами и так далее. Каждый ребенок нуждается в своем наставнике, который поймет его и поможет советом. Лично моя задача – это стать тем самым наставником, который поймет его и поможет советом. И после таких занятий дети привязываются ко мне и с нетерпением ждут следующей нашей встречи. Спасибо, Алина, за твой опыт. Я думаю, после того, как ребята узнали про такое движение, у вас волонтеров прибавится. Недавно с химиками мы ездили в город Казань, и прямо у стен Кремля на площади мы сфотографировались возле памятника Азгат, кстати, твой тезка, это Азгат Галимзянов. Это выдающийся благотворитель, меценат. Он давал деньги, перечислял деньги во все детские дома Татарстана, Чувашии, Башкортостана, в несколько домов престарелых, пострадавшим во время аварии на Чернобыльской АЭС, в разрушенной землетрясением Армению, семьям погибших на подводной лодке Курск. Как он зарабатывал эти деньги? Он откармливал скотину в сарае и сдавал мясо
государства продавал. В 2010 году семье вынужденных переселенцев, состоящих из 7 человек, включая больную бабушку, он отдал свою квартиру в центре Казани, сам переехав в деревянный дом без удобств. За всю свою жизнь он подарил 80 автобусов, представляете себе, 8 автобусов, 80 детских домов. За каждый год своей жизни он прожил 80 лет. Но при жизни за все свои заслуги он удостоился чести стать первым человеком, кому при жизни был поставлен памятник. То есть вот эта вот повозка, на которой сидят дети, ну в том числе наши лицеисты тоже сфотографировались, да, оказывается, это реальная история. Он с повозкой подъезжал к детдомам, он наш современник, он умер всего в 16 году только. Он подъезжал в приюты и возил и катал детей, то есть дарил им теплоту и заботу отеческую. Да, Алексей, у тебя вопрос? Есть ли такие люди, как Азгат Галимзянов, бескорыстно помогающие людям в нашей республике? Да, у нас тоже есть такие современники. Мой земляк Хидиатов Ишмурза Хаярнурович с Абзиловского района, я сам тоже с Абзиловского района, он основал первый в нашей республике и один из первых в России хоспис для людей с неизлечимыми болезнями. Это был очень значимый опыт, и он внес большой вклад в это дело. Все 3 его детей тоже стали врачами, а внучка Индира училась у Лизы Киямовны и также закончила медицинский университет. Да, то есть это была династия врачей, которые служила и до сих пор служат людям республики. В доброте также очень нуждаются дети-сироты. И хотелось бы в одном ряду с перечисленными людьми назвать семьи, взявшие на воспитание большое количество приемных детей. В России рекордсменами является семья Сорокиных, воспитывающих 74 ребенка из Ростовской области, село Рассвет. Семья священника Стрёмского из города Саракташ воспитывает 70 детей, 50 из которых уже выросли. А вы знаете, почему Лиза Киямовна удостоилась чести получить звание народного учителя Республики Башкортостан? Она первый народный учитель Республики Башкортостан. Первая из нашей республики и пока единственная, кто получил почетное звание народного учителя Российской Федерации. Мы сегодня на уроке сказали про много хороших, добрых, отважных людей. Но моим личным героем является Лиза Киямовна. Для тех из лицеистов, кому посчастливилось познакомиться с Лизой Киямовной, она стала учителем, наставником и образцом подражания. Ее нескончаемая энергия, оптимизм и бескорыстие влюбили в такой сложный предмет, как химия. Лиза Киямовна никогда не отдыхала. В выходные дни она проводила воскресную школу, в каникулы каникулярную, зимой зимнюю, летом летнюю. По выходным мы вставали рано в 8 утра и ехали в 42-ю школу, чтобы успеть к 9, к началу урока. Между уроками Лиза Киямовна любила угощать чаепитием. Ее чай все еще самый вкусный. Также она никогда не скупилась на книги. Все пособия и учебники она покупала по всей России сама и давала нам, чтобы мы могли качественно подготовиться. Свою богатую, большую библиотеку она подарила лицею. И этими книгами сейчас пользуемся мы. Иногда на занятия она приглашала узких специалистов с БГУ. И, как оказалось, и эти услуги она оплачивала сама. У нее есть такое хорошее высказывание: «Добро возвращается, и зло возвращается. Делайте добрые дела». И также хочу сказать, что в 2012 году Башкирский государственный педагогический университет выпустил про Лизу Киямовну вот такую вот книжку. Там есть такие хорошие слова про нее. Это отрывок из поэмы про Лизу Киямовну.
Лиза Киямовна – гордость страны, наш общенациональный герой. Знают ее теперь миллионы, имя в зале славы трудовой. Врач и учитель, надежда и вера, в этих профессиях есть доброта, смелость, задор и терпение без меры, ум и талант, и души высота. Но хотелось бы сказать, что книга написана хорошо, там очень много разных красивых историй про ее опыт работы с детьми, про ее личную жизнь. Но Лиза Киямовна заслуживает сегодня книжку больше, красивее. И мы, выпускники, хотим, чтобы в ближайшее время мы написали такую книгу с хорошей обложкой, с цветными фотографиями, с ее очень богатым, красивым опытом. Все. Да, Лиза Киямовна всегда была больше, чем учитель. Она была нашим наставником. И недавно мне посчастливилось побывать в Москве на первом форуме «Наставник», организованный агентством стратегических инициатив. Там чувствовалась особая атмосфера тепла, доброты, взаимопомощи. Почему? Потому что на форуме собрались очень неравнодушные люди. Они делились своими передовыми опытами в наставничестве. И в беседе с министром образования Российской Федерации Васильевой Ольгой Юрьевной я не мог не рассказать про наш опыт наставничества. То есть Лиза Киямовна уже упоминала, да, Лиза Киямовна, она учила меня. После того, как я пришел в лицей, она продолжила быть моим наставником, но уже педагогического мастерства. И уже когда у меня пошли свои ученики, она продолжила помогать, наставлять мне моих учеников уже в деле, в педагогическом деле. То есть вот Азгат Султанович — это пример уже продолжения нашего поколения преемственности. В начале урока было сказано, что нравственная основа и патриотизм закладывается каждодневным трудом учителя и родителей. Согласны ли вы с этим утверждением? Помним ли мы своих первых учителей начальных классов? Да. Остальные не помнят, что ли, учителей начальных классов? Имя, отчество. Вы с 1 по 4 класс только ее и называли, это единственная ваша учительница была. Кто нам расскажет про своего первого учителя? Давайте, девочки, Карина. Мою первую учительницу зовут Гузель Данисовна. Она очень уникальная женщина. Одновременно сочетает в себе заботу, доброту и ум. Она научила нас не только писать, считать и читать, но и быть неравнодушными. Я каждый праздник поздравляю ее с праздниками, в том числе и с Днем Учителя. Я хочу, чтобы у каждого ученика была такая же учительница. Спасибо. Я тоже хотела бы рассказать про свою первую учительницу. Мою первую учительницу зовут Земфира Мирзагитовна. И для меня, и для моего класса она стала второй мамой. Она научила меня многому. И именно она заложила основу для моего будущего. Первый учитель сыграл огромную роль в моей жизни. Моим первым учителем была Любовь Сергеевна. Я благодарен ей за то, что она, помимо знаний, дала нам хорошее воспитание и любовь к родине и искусству. Я считаю, что каждый учитель должен быть таким. Спасибо. Учителей, я думаю, вот после сегодняшнего урока это будет хороший повод вспомнить наших первых учителей, найти их, позвонить или хотя бы отправить сообщение с благодарностью и поздравить с наступающим Международным женским днем. Как мы уже видели на экране, в Крыму Лиза Киямовна говорила про памятник учителю. И мы с учениками поддерживаем вас полностью и хотели бы, чтобы памятник учителю был в Уфе. Такие, как Стерлитамаки в Мелеузе, Златоусте. На одном из памятников в Красноярске было написано: «Россия славится учителями, ученики приносят славу ей».
И было бы замечательно, если бы такие слова хорошие были написаны на наших памятниках. Спасибо, Рамзин. Да, действительно, мы поддерживаем начинание, инициативу Лизы Киямовны. Мы хотим, чтобы действительно в нашем прекрасном городе Уфе был памятник. Я как представитель детей войны, я должна вам обязательно рассказать то, что я видела послевоенное время, время войны и сейчас. Я вам должна это говорить. Если у вас есть знакомые ветераны войны, правда, их осталось совсем мало, если есть ветераны тыла, то вы обязательно с ними встречайтесь, поговорите. Иначе будет поздно, потому что им уже по 90 лет и так далее. Поэтому я вам советую. Ну, я вам сейчас расскажу немножко то, что меня волнует, и то, что я видела. Меня волнует то, что в Прибалтике, на Украине переписали нашу историю. Не только переписали историю, но и сломали и памятники, и воспитывают они как бы на свой лад молодежь. То есть вычищают молодежь, настраивая против нашей страны. А мы, молодежь нашей страны, мы должны знать правдивую историю нашей страны. Каково было во время войны и сейчас как было. Трудности были у нас часто. Я помню, так как я родилась в начале войны, я помню, что в каждом доме были по 4, 5, 6 детей. Отцы, которые могли воевать, и сыновья ушли на фронт. Старшие дети были главные помощники матери. Но я помню, какой был дружный народ. Не спрашивали, что Родина мне дает, а то, что мы что должны делать для Родины. Пространство, где мы живем, это наша Родина. То, что там сделано, это мы должны делать все с вами. Конечно, сравнение вот нашим временем, там в дверях замков не было. Может, они не продавались или не покупались они, но были просто крючочки были. И это понятно было, что дома никого нету. Конечно, очень было много престарелых. Я помню, с войны, с фронта не вернулся сын, была слепая бабушка. Эта слепая бабушка мне иногда вязала носки или варежки, я водила ее по деревне и ей помогала. Не одна я, и это просто представитель только. Все вот так друг другу помогали. Вы знаете, воровства не было, не помню. Может, строгий закон Сталина, но, может быть, вот люди вот так были. Может, и воровать было нечего, но вот этого явления я не помню. Но, знаете, были тимуровские команды. На нашей улице тимуровская команда. Почему-то ребята командиром поставили меня. Я самая была младшая, самая маленькая, но все-таки меня поставили. На экране, наверное, фотография там есть. И вот там как раз командир тимуровской команды. Мы что делали? Мы помогали престарелым, помогали колхозу, вывозили удобрения, собирали золу и так далее. То есть это движение тимуровской команды, мы тогда называли, как по книге Тимура его команда Гайдара. Вот так мы все везде помогали. Но была такая доброта. Родители, например, нам не говорили нравственность, патриотизм и так далее, такие слова. Но слова «доброта» – это было всегда. Мои родители всегда говорили, самый счастливый человек – это добрый человек. Или добрый человек – это самый счастливый человек. Так что доброта сопровождала у нас всегда. Я помню одну из историй, хочу вам сказать. В школе детей было много, классы были переполненные, но мы все так дружно, аккуратно учились. Потом дрова готовили мы сами, ученики готовили дрова, возили родители, вот таким образом. Я за партой сидела с мальчиком из детдома, Гумеровым Масалимом. Он ест свой хлеб, пахнет его хлеб, вкусно пахнет, а я свой хлеб прячу.
мой хлеб не особо пахнет. Однажды Масалим мне говорит: Лиза, давай поменяемся хлебом. Что-то ты прячешь, наверное, у тебя очень вкусный хлеб. Он как дал мне этот хлеб, я сразу толкала в рот, потому что я боялась, что он мне заберет. А мой хлеб был лепешка из гнилой картошки. Он жует и плюет, жует и плюет. Потом говорит: как же ты учишься с таким хлебом-то? Вы знаете, потом он стал, Масалим стал учиться лучше. Когда он стал директором в Стерлитамаке техникума, он всегда говорил: вы знаете, меня заставил учиться Лизин хлеб. Так и называли Лизин хлеб. Вот такой был у нас хлеб. Но он был вкусный. Мы не жаловались, я вам еще раз повторяю. И что интересно еще, у нас в деревне по улице были имена такие: Зоя, Люба, Лиза и так далее. Вы знаете, Олег. Это по именам героев. Олег Кошевой, как герой стал, Любовь Шевцова, как стала, и так далее. Вот таким образом. Но одну только скажу я вам еще интересную. Когда с фронта пришли солдаты, некоторых собак называли фрицы. Это мы, конечно, называли, они, какая-то шутка в то же время, имя немецкое, и вот были у нас и такие собаки тоже были. Но все шло, у народа был юмор, мы не жаловались. Днем работали на поле, а вечером шли в клуб. А в клубе были, знаете, какие были прекрасные фильмы. Фильмы патриотические, музыкальные. И вот как бы ни устали, мы всегда шли в клуб. То есть мы жили дружно, хорошо мы жили, не жаловались. Вот, не думайте, что нам Родина дает. Вот мы сами дали все Родине. Конечно, с войны вернулись очень мало. Кто без ног, кто без рук. Вот мой отец вернулся слепой и глухой, рано он умер, конечно, но нас воспитывал он именно вот добротой. Вот, дети, помните, вот эти слова мои вам нужны, запомните. Я тоже ведь все-таки, как бы сказать, как представитель детей войны. Но хочу сказать следующее теперь. Подошли провальные 90-е годы. Россия опять пришли трудные времена. Распался Советский Союз, распались колхозы, появились новые слова: ваучер, перестройка и так далее. Но, знаете, как говорит Тютчев, умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Так и у нас получилось. Эти трудности тоже мы победили, потому что у нас в крови патриотизм. Когда стал руководителем страны Владимир Владимирович Путин, начались хорошие изменения. Народ поддержал его, он поддержал народ. Вот таким образом у нас Россия опять встала хорошо. Конечно, вот тот мой колхоз, который был колхозом миллионеров, и председатель колхоза был героем социалистического труда, тоже распался. Но теперь в настоящее время организуется как бы объединение. Колхозы, некоторые, не колхоз называется, они встали. Опять Россия опять встает хорошо. И, конечно, хотелось бы сказать, нам приносит счастье только и уровень, только наш труд. Несмотря ни на какие санкции, несмотря ни какие то, что с Запада говорят, что как мы страна бедная, мы не бедная страна, у нас очень богатый народ. Вот с такими глазами, как вы на меня смотрите, разве вот с такими детьми мы можем быть бедными? Мы очень богатые. Вы знаете, вот Запад нас не понимает, не понимает наше гостеприимство, они не понимают. Как мы, хотя мы сами живем скромно, но мы всегда приглашаем гостей. И сами ходим в гости. Вот они приезжают к нам в гости, им нравится ходить к нам в гости, а сами ведь они гостей не приглашают. Это у них так принято, это у нас так принято. Мы живем, радуемся. Более-менее я считаю, что сейчас зарплату получаем, школы строим, коллективное хозяйство восстанавливается. Дай Бог, чтобы у нас впереди было так. Дети, вы
как вы принимаете эстафету от нас. Я надеюсь, что вот с такими учителями вот сейчас, и таким народом, и вот то, что окружает вас, вы будете настоящие преемники эстафету. Я надеюсь в это. И я думаю, вот на вас смотрю, вот такие глаза на меня смотрят, и думаю, мы передаем эстафету в надежные руки. Дай Бог, чтобы все это было. Добрый человек, он должен быть отзывчивым. Любая беда у человека, любая, вот ведь называют, что... Сейчас. Интеллигентность. Спрашивают, что такое интеллигентность? Вот если чужая беда, это не чужая, что воспринимаешь как свою, вот это называется интеллигентностью. Вот это и есть и доброта. Утром вставать, улыбаться. И говорить, что почему плохо, не говорить. Улыбаться и говорить, что слава Богу, я сегодня тоже жива, и все дела у меня впереди. Пойду сейчас чай пью, потом с работы приду уставшая, тоже чай пью. Это большая радость, великое счастье. Во-первых, надо уметь трудиться. Надо выбирать правильную профессию, чтобы эта профессия не только для заработка денег была, чтобы удовлетворить свою душу, то есть получить удовольствие от своего труда. Вот это самое главное, не только для зарабатывания денег. Получить именно удовольствие и радоваться жизни. Секретов никаких нету, это мне по наследству. У меня отец и мать были очень добрые. Они всегда говорили, дочке, делай всегда добрые дела. И тебе это вернется, всегда говорили. Я так всегда ждала, что мне вернется. А вы думаете, почему мне первый дали народного Башкортостана, почему дали первый мне России? Вот, наверное, за мою доброту, что я могла делать, я всегда думаю, что это не грех ли, что-то я делаю, всегда думаю. Полезно ли это, нужно ли, всегда думаю. Доброта всегда сопровождает всех нас, только надо уметь воспринимать это все. Самое главное, если ты идешь в учителя, то надо любить детей. В первую очередь, ты если не любишь детей и думаешь, когда же ко мне пенсия подойдет, что я уйду от этих детей, что у меня зарплата маленькая, тогда не ходи. Тогда переходи в другую работу, коммерцию или куда-то. А с детьми надо идти доброй душой. Таких учителей, которые не любят детей, через порог школы не надо пускать. Надо в первую очередь надо любить детей. А потом, само собой, все идет потихоньку. Будьте добрее.